Здравствуйте. 27 ноября в индустрии Севера было опубликовано обращение медицинских работников к жителям города. В нем, в частности, указывается, укомплектованность врачами 52%. Если учесть, что некоторые находятся в декретном отпуске, очередном отпуске на специализации, процент еще уменьшается. Сегодня таким количеством обслуживать население невозможно. В конце есть заключение. Несмотря на то, что обращаемся в различные инстанции, вопросы не решаются, со 2 декабря переходим работать на ставку. Впрочем, все по порядку. Из первых уст вы сейчас услышите информацию. В нашем разговоре участвуют врачи. Мельник Степан Корнеевич, Елена Александровна, Журавлев Лев Александрович, Харитонова Ольга Владимировна, Вершинин Иван Иванович, Вишневецкий Сергей Николаевич и представитель аптеки Низамова Альбина Витальевна. Степан Корнеевич, вас слышно. Уважаемые нерюнгринцы, вы должны знать правду, хотя она очень жестокая и даже страшная. Я представитель стационарных отделений. Наши стационары доведены до крайней материальной, кадровой и лекарственной нищеты. Сейчас везде очень часто звучит слово «кризис». Я на инфекционном отделении номер 2 хочу дать свою расшифровку этого слова. Инфекционные отделения, люди поступают в своей одежде, своей посудой, отсутствует постельная принадлежность, нет даже примитивных железных коек. Нету противовирусных препаратов сейчас, нету печень защищающих препаратов. В нас не за горами грипп. Сейчас достаточно высокая заболеваемость кишечными инфекциями, вирусным гепатитом. Стационары нашей больницы в основном оказывают помощь тяжелым, серьезным больным, которые нуждаются в срочной, неотложной помощи. Но, к сожалению, будем стоять перед проблемой, что делать, потому что нечем оказывать помощь. В нас вместо 21 медсестры, которые должны работать ежедневно, работает 10 медсестер. Вместо 12 санитарок 2 санитарки. Неким перекрывать дежурство. Мы можем своими стационарными врачами перекрывать кое-как только 1/3 часть положенных дежурств. Наши бедные педиатры, несмотря на то, что обслуживают по 2-3 участка, еще и выручает нас в дежурствах. Но это продолжаться бесконечно не может. Мы обращаемся к вам. В первую очередь вы, каждый лично, каждый трудовой коллектив должен вдуматься над сохранением своего здоровья и, в конце концов, своих жизней. Вы должны обсудить вопросы крайне низкого материального обеспечения отделений и особенно те мощные индустриальные предприятия города, в первую очередь Якут-Углестрой. Обсудите, пожалуйста, на своих коллективах эти острые проблемы и при бартерных сделках сделайте соответствующие выводы. В первую очередь нас надо обеспечить медикаментозными средствами, необходимой материальной принадлежностью. В течение последних 6 месяцев наши сотрудники работают без средств индивидуальной защиты. Санитарки работают голыми руками с отходами больных. У нас есть 2 случая тяжелого заражения инфекционными болезнями наших сотрудников. Их жизнь, даже жизнь их сейчас в опасности. Я бы хотела рассказать о положении и работе в поликлиниках нашего города. Со 2 декабря мы переходим работать по законодательству на 1 ставку. Что это такое? Значит, если сейчас каждый участковый врач-терапевт принимает по 40 больных, то со 2 декабря врач будет принимать только 20 больных на приеме. И если мы обслуживаем по 20-25 вызовов в день, когда больным приходишь на вызов очень поздно, не удивляется, что так врач задержался и не может уделить им достаточно времени, то сейчас эта возможность у нас появляется. Каждый доктор будет обслуживать 4 вызова в день. Значит, что ожидает этот город? И, значит, я расскажу это коротко на примере поликлиники ЦГБ. В нашей поликлинике, значит, район 37 тысяч населения.
А в настоящее время у нас 15 ставок участковых врачей. Физических лиц на 2 декабря у нас осталось 3 человека. Физических лиц или 5, значит, врачей есть, 2 болеют. То есть только 3 доктора с понедельника смогут принять этих больных. А учитывая, что мы можем принять только 20 больных, то каждый второй посетитель поликлиники не получит медицинской помощи. И не только терапевтам. Это касается всех узких специалистов, хирургов, травматологов, нервопатологов, окулистов, лор-врачей. В процедурном кабинете наши больные не смогут получить полноценную помощь, потому что у нас нет не то что одноразовых шприцев, у нас нет их и многоразовых. Внутривенные инъекции уже больные многие знают, что мы не можем им делать, потому что нет у нас шприцев. И медсестра может максимально обслужить при наличии тех шприцев, которые есть, 77 инъекций. Это максимум 20-25 человек. И так в каждой поликлинике города, и в детской, и в женской консультации, и во всех поликлиниках. Поэтому мы неоднократно, в общем-то, с этими бедами, вы знаете, обращались. Нам говорят, что трудовые коллективы города не хотят решать проблемы медицины для себя. Поэтому у нас тоже такая большая просьба. Все-таки нужно обратить внимание на свои проблемы, потому что здоровье – это ваше, и оно в ваших руках. Я выступаю от имени медиков Старого города и 7-го микрорайона. Об экологической обстановке этой окраины города все прекрасно знают, поэтому на ней останавливаться не буду. В недалеком прошлом 3 здания терапевтического отделения, кардиологии и неврологического отделения были признаны аварийными. В связи с этим данные отделения были переселены в неприспособленные для оказания помощи данной категории больных зданий. При этом здание в квартале М, которое 2 года назад в разгар предвыборной кампании было любезно подарено нашему здравоохранению уважаемым товарищем Эстерлейном, уже на протяжении 2 лет стоит безликой, холодной, неуютной коробкой. Несмотря на неоднократные обещания о введении данного здания в эксплуатацию. Кстати, в этом здании должны были расположиться вышеназванные отделения неврологии, терапии и кардиологическое отделение. О ситуации в 7-м микрорайоне. Значит, в данном микрорайоне расположено туберкулезное, кожно-венерологическое и психиатрическое отделение, которые находятся в крайне неприспособленных, полуразрушенных зданиях, которые дрожат как при землетрясении, при очередном взрыве в разрезе. Медики и больные находятся в неимоверно тяжелых условиях. Я повторяю выступление предыдущих товарищей. Отсутствует необходимый ассортимент медикаментов, нет одноразовых шприцов, нет систем для переливания крови. Положение катастрофическое. Уважаемые ленгринцы, не забывайте, что любой из вас, ваши родственники, ваши дети могут попасть в наше отделение, а мы больше жить и работать в таких условиях практически не можем. После последней встречи с вами прошло около года. Положение в отделении специсследований не изменилось. По-прежнему укомплектованность 45%, по-прежнему простаивает дефицитнейшая техника, которая дала бы очень много для диагностики. Это причина отсутствия кадров и отсутствия медтехников. Эффективность диагностики нашего отделения очень высока. Все знают, что идет рост онкозаболеваний, идет рост сердечно-сосудистой системы. За 9 месяцев этого года 20 случаев онкозаболеваний прошло по кабинету фиброгастродуоденоскопии. 23,7 язвенной болезни. Без патологии всего лишь 1,1%. Значит, что 20 человек будут жить. Я не затрагиваю кабинет функциональной диагностики, где всем известно, что своевременная диагностика острого инфаркта миокарда продляет жизнь больному. Врач-эндоскопист работает 1 на 4 ставках. В настоящее время он проводит лечение язвенной болезнью. Здесь за 5-10 вливаний закрываются огромнейшие язвы. Проводим удаление полипэктомии, то есть без хирургического вмешательства. То же самое обстоят такие же дела по кабинету ультразвуковой диагностики. Вы, товарищи, вы вынуждены выезжать в другие города для того, чтобы получить
помощь, вместо того, чтобы пригласить специалиста в нашу больницу. Я обращаюсь ко всем руководителям города, к работникам, к рабочим города. Давайте задумаемся, что жизнь наша в наших руках. От того, как вы к нам обернетесь лицом, будет зависеть ваша жизнь и, и, соответственно, и наша работа, наверное, качество работы. Уважаемые неренгенцы, я хочу продолжить выступление Ольги Владимировны. Я работаю заведующим рентгенодиагностическим отделением. Все вы знаете, что мало вообще кто из заболевших и обратившихся за помощью в больнице обходится без рентген-обследования, поскольку это является самым информативным, самым доступным методом диагностики. Но я хочу сказать, что действительно редко негде удавалось видеть такое отношение к медицинским кадрам, к здоровью города, к здоровью горожан, как на территории нашего горсовета. Я приведу такой пример, что в службе у меня сейчас на 11 диагностических ставок осталось физических лица на сегодняшний день только 2. Еще весной нас было 5. 2 врача, узких специалиста, квалифицированных, детский рентгенолог и фтизиорентгенолог были после 5 лет жизни в комнате в общежитии уехать. И, кстати, уехали они в город Тулу, где им тут же по приезде дали 3-комнатную квартиру. Так легко вот так расставаться со специалистами, легко. И потом, переводить куда-то деньги, чтобы поехать в другой город, провести и там обследоваться. Я не знаю, такого вообще, я просто не понимаю. Не знаю, если вам понятно такое отношение к вашему же здоровью, то тогда другое дело. Но у нас сейчас положение крайне катастрофическое, и город должен повернуться лицом к нашим проблемам, это значит к своим проблемам, проблемам своего здоровья. Спасибо. Ну что ж, в связи с таким положением остается добавить, что, пожалуй, наверное, все-таки легче предотвратить заболевание, чем потом его вылечить, особенно в таких условиях. Это хорошо поняли в развитых странах Запада, где созданы мощные службы, хорошо оснащенное оборудованием, позволяющим контролировать одновременно до 3000 ингредиентов. К сожалению, наша служба, а это санитарно-гигиенический противоэпидемиологический надзор городской, не может похвастаться такой базой. Причем реальная возможность для развития нашей базы существует. И если мы, допустим, сейчас можем делать только определять 30 компонентов ваших пищевых продуктов, в том воздухе, которым вы дышите, тех продуктов, с которыми вы сталкиваетесь в быту, то с вводом нового здания СЭС это количество могло бы увеличиться многократно. Однако сроки ввода здания СЭС горсоветом практически не контролируются, а комбинат их в очередной раз переносит еще на полгода. Аналогичное положение складывается и со строительством, к сожалению, со строительством лаборатории по диагностике СПИДа. И мы можем столкнуться с ситуацией, когда эта лаборатория окажется, в общем, уже запоздалой, к сожалению, с общей ситуацией в стране. И вот мы не можем объяснить своим рабочим, почему, допустим, женщины, работающие у нас в особо опасных условиях с опасными компонентами 1 и 2 класса, в общем, инсектициды — это такие вещества, которые действуют на все системы организма и наиболее опасны даже по сравнению с другими производствами нашего города. Мы не можем объяснить, почему на промышленных предприятиях люди получают доплаты за вредные условия труда, а наши медики не могут этого получать только потому, что работают в системе здравоохранения, то есть являются бюджетной организацией. И какую точность, в общем, мы можем потребовать от наших лаборантов, если они вынуждены работать с температурного режима в валенках и в телогрейках? Раньше считалось, что цена здоровья, в общем, не имеет цена здоровья человека цены. Однако, к сожалению, тенденция, прослеживаемая в нашем городе, противоположна. Так я столкнулся с тем, что главный инженер, например, АТА определил цену здоровья человека, скажем, подержанную автомашину Toyota, потому что, оказывается, проще купить машину рабочему, чем покупать кондиционер на технологический автомобиль, тем самым делая условия труда безопасными. Мне кажется, нам всем надо задуматься над этими проблемами. Любой лечебный процесс не может обойтись, быть завершен без применения лекарственных средств. На сегодняшний день катастрофическое положение с лекарственным обеспечением не только у нас в городе, но и по всей стране.
Заказы лекарственные средства в целом по государству на 248,6 миллиона рублей не закуплены по импорту и от отечественной промышленности. Долг государства составляет 248 миллионов рублей, начиная с 90-го года. На сегодняшний день мы не имеем лекарственных средств для таких категорий больных, как сахарный диабет, как бронхиальная астма, для отделения реанимации, детские лекарственные формы. Наступает грипп, зимний период, у нас нет противогриппозных средств. С каждым днем поступление лекарственных средств уменьшается. Я обращаюсь ко всем руководителям города, к рабочим коллективам. Вам нужны лекарства, вашим детям, чтобы они остались живы и здоровы. Поэтому при бартерных сделках прошу, чтобы вы закупили медикаменты, первые жизненно важные медикаменты, а потом все остальное. Итак, медицинские работники сегодня один на один со своими проблемами. Их задача – лечить. А где лечить, чем лечить и сколько врачей будет лечить, пусть решает город. Мы надеемся, что трудовые коллективы обсудят наши проблемы и несут свой вклад для их решения.